Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. 52-й театральный сезон начался в Государственном театре оперы и балета имени Суарона Малона. Весь этот сезон будет отмечен знаменательными датами. Так, в честь столетия образования республики 23 и 24 сентября на сцене театра состоятся гастроли Большого театра России. Балетная труппа и камерный оркестр под управлением главного дирижера театра Николая Пикутского примут участие в 13-м фестивале, посвященном 150-летию Сергея Дягилева. Об этом мы не только поговорим с гостем студии Николаем Пикутским, главным дирижером Государственного театра оперы и балета имени Сивцева Суарон Амалона. Николай Владимирович, здравствуйте. Рад вас приветствовать, рад приветствовать нашего дорогого, уважаемого зрителя. Вы не первый год являетесь главным дирижером театра. Скажите, как становится дирижером и как вы пришли в эту профессию? Профессия дирижер – это профессия второй половины жизни. И дирижер проходит самый длительный путь, самое длительное образование. Это в первую очередь музыкальная школа, потом уже поступить в музыкальное училище и закончить 2 консерватории. То есть сначала по исполнительской специальности, а потом поступить в консерваторию по квалификации оперно-симфоническое дирижирование. Но мой путь начался в раннем детстве, когда я обучался в общеобразовательной сангарской школе. Преподаватели и директор музыкальной школы в то время, когда мне было 7 лет, они ходили по школам и отбирали детей по музыкальной одаренности. Так я попал в школу музыкальную. Я, конечно же, хотел учиться на скрипке, но не было, к сожалению, тогда в тот момент педагога. Я поступил по классу баяна. Но когда я попал в школьный оркестр и увидел работу дирижера, я понял, что это мое и что я хочу стать именно дирижером. И так уже дорожка, как говорится, я шел по этой дороге, поднимался, и моя последняя ступень, я поступил в Нижегородскую консерваторию в класс народного артиста России, заслуженного деятеля России, главного дирижера и художественного руководителя Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии, профессора консерватории Александра Михайловича Скульского. И у него получил уже самые настоящие дирижерские навыки управления оперно-симфоническим оркестром. За этот многолетний опыт с какими коллективами удалось поработать? Прежде чем стать за пульт симфонического оркестра театра, я работал со студенческими коллективами. Это оркестр народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств, который я сам организовал, и симфонический оркестр школы музыки. Это была моя такая первая ступень, прежде чем я стал за пульт профессионального коллектива. А уже будучи дирижером театра, я неоднократно работал с Тихоокеанским оркестром Приморской филармонии и Новосибирской филармонии, и также дважды имел опыт во время всероссийского конкурса работать с оркестром Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. Вы руководите оркестром. Эта задача непростая. Как нужно сделать, что нужно сделать для того, чтобы охватить внимание столь большого коллектива, чтобы все работали слаженно и чтобы мелодия действительно была мелодией? Слаженность коллектива, я бы сказал, слаженность, еще его высокий профессиональный уровень, конечно же, зависит от, во-первых, кадров, то есть от уровня самих музыкантов, и, конечно же, в первую очередь от самого дирижера, как он работает. Дирижер должен обладать некими способностями, музыкальными способностями, пластической одаренностью рук, знаниями, навыками, техникой. Важно очень обладать подсознательными свойствами психики, которые влияют на творческий коллектив. Ведь дирижер, он вдохновляет, он ведет за собой, люди ему доверяют. Здесь это очень важно, состояние психологическое, эмоциональное состояние передачи. От этого зависит, конечно, музицирование. Ну и, конечно, уровень коллектива зависит от того, как дирижер работает. Дирижер должен каждый день растить оркестр, его преобразовывать, его улучшать, работать над уровнем, и уровень, который соответствует современному исполнительству. Но ведь музыканты — это творческие личности чаще всего. Наверняка случаются и какие-то острые моменты.
Да, конечно, театр оперы и балета — это очень большой творческий коллектив. Помимо оркестра есть солисты оперы, артисты балета, хора. И, конечно, бывают разные ситуации, и разногласия, и споры, и даже какие-то конфликтные ситуации. Но в театре это нормально, это жизнь театра, это нормальная история. Ну, я бы хотел сказать, сама профессия дирижер, она несет некую, скажем так, несправедливость порой. К примеру, что происходит на репетициях? Каждый день дирижер работает с оркестром, с солистами и говорит: здесь вы сыграли неправильно, здесь вы сыграли не точно, здесь не ритмично и так далее. Здесь надо спеть так, а здесь сыграть так. Он никогда не говорит: вы хорошо спели или хорошо сыграли. Потому что главная задача дирижера — это устранять недостатки. И у него нет времени особо хвалить артистов. Вот, поэтому это вызывает иногда некую такую вот, бывает, ситуацию острую. Но тут находишь компромиссы, где-то юмором, где-то шуткой. И главное, что артисты, оркестры, музыканты, солисты оперы — это очень ранимые люди с тонкой психологией, так скажем, дети, ну, такой возрастной детский сад. И тут надо, конечно, их в первую очередь любить, уважать, ценить и находить какие-то компромиссы. И главное — взаимоуважение, взаимопонимание и сохранить творческую атмосферу. И вот эта творческая атмосфера, она чаще всего передается и зрителю, который после просмотра постановки вдохновляется. Скажите, а от чего же зависит наполняемость залов в театрах и в каком направлении следует работать? Наполняемость зала, ну, я думаю, что прежде всего от репертуарной политики театра. Ведь опера, она уже существует достаточно давно, несколько уже веков, несколько столетий. И уже сложились такие определенные оперные традиции, и появились оперные классики, которые прошли уже, как говорится, за это время огонь и воду и медные трубы и востребованы по сей день. Это оперы Верди, Пучини, Бизе, Моцарта, Чайковского. Это самые востребованные композиторы по сей день, и театры, которые имеют в репертуаре эти спектакли, никогда не проиграют. И, с другой стороны, наличие подобных композиторов в театре — это уровень, профессиональный уровень певцов. С другой стороны, хотел бы сказать, что театр не должен жить и существовать для одного и того же зрителя. Он должен меняться, он должен быть разнообразным, современным и актуальным. К примеру, я замечаю, когда у нас в репертуаре появились постановки более легкого жанра, оперетты или мюзиклы, к нам пришел приток других зрителей, которым это нравится. Ну почему бы нет, если есть результат, значит мы должны работать и в этом направлении. И работать для зрителей, которые любят классику, и работать для зрителей, которые любят более легкий жанр, зрелищные спектакли, более легкую музыку. Еще важный момент — работа с молодежью. Есть пушкинская карта. У нас есть актуальные постановки, интересные молодежи. Мы привлекаем ими молодежь, потому что молодежь — это наше будущее. К сожалению, есть в современной опере по нашей стране недостаточно театр исполняет оперы именно современных композиторов, национальных композиторов. Может быть, боятся то, что это не окупится. Но я бы хотел, чтобы в нашем театре появились оперы еще и современных, и национальных композиторов. Но при всем при этом главная наша задача нашего театра — это прививать нашему зрителю высокое искусство, прививать добро, любовь и нравственные идеалы. Известно, что у театра будет и новый директор. Николай Владимирович, каким вы видите будущего руководителя и какие функции он должен выполнять? Вопрос, конечно, очень такой сложный, щепетильный, но актуальный, как название вашей передачи. Дело в том, что театр оперы и балета — это очень сложный организм, это такое творческое государство, которое воплощает в себе синтез искусств. Это оркестровое музыкальное искусство, вокальное, хоровое, хореографическое, художественное и так далее. Конечно, человек, который руководить будет театром, он должен разбираться в искусстве, то есть иметь дело с искусством, так как ему предстоит управлять этими тонкими творческими механизмами, процессами. И главное, чтобы он смог реализовать талант и потенциал труппы и сделать театр востребованным. Но с другой стороны, он должен обладать
колоссальной менеджерской хваткой в условиях современной экономики, обладать умением сохранить театр конкурентоспособным. Но я очень надеюсь, я даже верю в то, что сейчас руководство, глава республики, наш учредитель Министерства культуры занимаются этим вопросом и представят нам достойную кандидатуру. Мы с вами поговорили о том, что сейчас некоторые театры очень рискуют, когда ставят постановки якутских композиторов и местных республиканских авторов. Если говорить о современном театре глобально, какие есть сейчас тенденции, которые помогают быть как раз-таки учреждению культуры быть конкурентоспособным? Ну, во-первых, еще раз повторяю, конкурентоспособность – это, во-первых, расширенная зрительская аудитория. Для того, чтобы у нас было много зрителей, нам нужно быть многосторонними. И театр должен быть разнообразным. То есть в репертуаре должны иметь и классику, и легкий жанр, и современные постановки, и проекты для детей. Какие наиболее значимые события вы можете отметить в прошлом сезоне? Потому что мне лично запомнился потрясающий балет «12 стульев». Это было совершенно необычно. Это был позапрошлый сезон. Прошу прощения. Да. Но прошлый сезон, хочется отметить главное, мы стали лидером по Якутии, по дальневосточному региону, по Пушкинской карте, по зрителям нашей молодежи. И чего стоит только одно 10-кратное исполнение спектакля «Бременские музыканты» на новогодних каникулах. Мы имели везде полные аншлаги, даже есть запись на НВК «Саха». Второе, наш театр стал лидером по гастролям. Мы посетили 10 городов Поволжья и Урала. Выезжала наша труппа, это балет и камерный состав симфонического оркестра театра. Мы представили зрителям классические постановки балетные и современные. И в конце сезона была очень успешная постановка современного национального балета Кирилла Герасимова «Нарын-Таптал» в постановке Екатерины Тайшиной. Тогда давайте поговорим с вами об этом сезоне. Он открылся не так давно, 52-й по счету. Какие планы на этот год, на этот сезон? Ну, главное наше мероприятие – это состоится премьера нашего главного национального спектакля Марка Жаркова, Генриха Литинского «Вергум-Ботур». Она состоится в Большом театре России. Это посвящено столетию образования республики. Художественным руководителем является данного проекта Андрей Исаевич Борисов. Постановка будет новая, современная, и главное, нам представлена новая партитура, которая уже зазвучит новыми красками, современными исполнительскими возможностями, современными инструментами, на основе, который сделал Руслан Мурсикаев, московский композитор, на основе клавира Марка Николаевича Жаркова. Также мы планируем поездку нашего театра. Наш театр приглашен в Санкт-Петербург на Дягилевский фестиваль. Наша балетная труппа и симфонический оркестр театра выезжает в Санкт-Петербург. Мы представим балет «Дягилев сезоны». И во второй половине сезона мы планируем провести грандиозный оперный фестиваль «Ария Севера». И планируем там представить нашему зрителю мировые классические постановки. Благодарю вас, Николай Владимирович. Будем очень надеяться, что постановки Якутского государственного театра оперы и балета и предстоящие гастроли пройдут с небывалым успехом. И, конечно, будем очень надеяться, что и гости Большого театра также останутся в восторге от нашей местной сцены. Спасибо вам большое. Ждем на наши спектакли нашего зрителя. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.